Присвоим номера. А то с ним... вижу. Да, пока представьте как свои места. Да. Можно много, конечно. Я думаю, это лучшее решение. Мы объявим пока 5 минут еще при регистрации, которые не включают все регистрации. То есть пока еще... Да, вот. Не, можно оставаться здесь, но когда такие погоды стоят, Скажем, потом я выйду. Ничего. Понятно. то есть, еще. Михаил нам представляет? Нет, проект лучше. Да. Ну нельзя, давайте мы закончим середину пакета. Я отдам все, что есть у меня. Все, что есть? Хорошо. Все принадлежащее. Я так. Хорошо. Нам сейчас не готовим. Должны начать. Прямо сейчас, если у вас есть время, в том числе, я хотел бы в понедельник спокойно рассматриваю добрый вечер, вот. А закончим я у нас на банке должны сообщить, кто дойдет,
Прям 5 минут вы должны быть здесь. А потом готовы вас играть. Давай. Уважаемые команды, просто рассаживайтесь, мы вам все расскажем, сообщим, как, что, когда, куда и почему. Здесь надо делать. Яйца морозить. Ой, Уже шутить у нас получается. Так, а есть ли у нас команды, которых у нас нет? В том смысле, все... Ой, так. А может нам провести нечто вроде переклички? О, точно. Перекличка, возможно. Так. Отлично. Давайте попробуем перекличку. Барнеаполь, есть команда? Это не важно, главное, что есть носители важной информации. Есть ли у нас команда Spock Strange People of Coffee? Есть, отлично. Так. Есть ли у нас команда Регион 96? да. Есть. Вот эти команды, три, которые я назвал, они образуют первую подгруппу, которая останется в этом зале на отборочную игру. Более того, они будут играть первыми. Команда «Духовные скрепы» есть у нас? Отлично. Команда «Тюменская сборная» есть у нас? Есть, отлично. Команда «Прости, прощай» есть. Вы образуете вторую группу и тоже остаетесь в этом зале. Вы играете вторую отборочную часть, вторым. В конференц-зал со мной и Аленой Константиновной. Конференц-зал — это зал соседний с местом, где был кофе-брейк. В соседний зал пойдут команда Блок-Джоб. Есть Блок-Джоб? Есть, отлично. Команда Скёль, мы всем клубом учить будем, я думаю. Команда Скёль и команда «Дорогами добра». Есть команда «Дорогами добра»? Вижу вас, отлично. Вы будете играть первый отборочный бой в конференц-зале. Когда я приглашу, мы пойдем. Команда «Алга» есть у нас? Есть. Команда «Сутки и ласточки» есть? Есть. Команда «Центр». Ну, есть представители. Отлично.
Вы образуете вторую отборочную группу, также отправляетесь с нами в конференц-зал. Так, как будет проходить все это действие? Значит, игра «Эрудит Квартет» является... Так, у нас все пришли, да, значит, игра «Эрудит Квартет» является спортивным аналогом своей игры, известной телевизионной передачи. Более того, это командный спортивный аналог. Как строится игра? Игра состоит из 3 раундов. Первый раунд открытый, второй раунд темный и третий раунд полуоткрытый. В каждом из раундов играет... Саша, ты хочешь взять управление процессом, нет? Нет. Так, значит, в каждом из раундов играет каждый участник команды. В первом раунде, значит, как строится игра? Играются темы, как в своей игре. Ну, там, не знаю, тема «Бурановские бабушки», «Ростелеком», «Красные ковровые дорожки». Да? Тема может быть любая. Подразумевается, что вопросы в теме в той или иной степени как-то с ней связаны. Иногда эта связь бывает очень причудливая, но тем не менее она есть. Команда в светлом раунде, всем командам, играющим, всем 3 командам, у нас отбор будет по 3 команды, победитель выходит в финал и будет играть уже в финале за 1 и 4 места. В каждой теме 5 вопросов возрастающей сложности. Стоимость вопросов 10, 20, 30, 40 и 50 баллов. Если читается вопрос, ну, допустим, тема «Бурановские бабушки». Значит, вопрос за 10. Такой буквой алфавита является там, буква «Б», ну, условно говоря, да? Выходит, значит, команда сама определяет в светлом раунде, какой игрок идет на какую тему. Вам сообщается 4 темы. Игроки, играющие эту тему, садятся за этот стол. У них в руках вот такие замечательные коробочки с кнопочками. И после того, как звучит вопрос, игрок имеет право нажать на кнопку. Нажав на кнопку, он подает сигнал, у него загорается лампочка, но ему торопиться не надо, ведущий скажет, отвечает там такой-то, да? Если игрок дает правильный ответ, команда получает стоимость вопроса. 10, там, 20. Если игрок дает неправильный ответ, у команды стоимость вопроса вычитается. Обязанности сжать кнопку у игрока нет. Молчим, ничего не теряем, ничего не приобретаем. Если игрок дал неправильный ответ, у оставшихся его соперников по раунду есть возможность еще раз нажать кнопку и уточнить его ответ. Теоретически можно получить 3 неправильных ответа. Ну или, если дан правильный ответ, мы переходим к следующему вопросу. Все, перейдем к техническим деталям. Значит, первый раунд светлый, вы знаете на тему, которую идете. Второй раунд темный, также будет 4 темы, но темы игрокам сообщаются только после того, как они выйдут. Поэтому на российский футбол могут попасть с девушкой, ну и так далее. Всякие случаи бывали. Вот. Третий раунд у нас полуоткрытый. Называется «Одна тема». Выходит один игрок из команды. Вторая тема, второй. Один игрок в каждом раунде может играть только один раз. Поэтому, собственно, и было требование, что 4 человека от команды обязательно. Фальстарты. Мы решили играть без фальстартов, да, Саша? Мы играем без фальстартов. То есть, я начинаю читать вопрос, допустим, я не знаю, тема Буратино. Из этого материала был, да, кто-то уже нажал на кнопку, значит, я прекращаю чтение вопроса, и игрок может уточнить форму вопроса. Назовите его, да, в каком городе, там, не знаю, сколько лет. Если игрок дает правильный ответ, он приносит команде сумму. Если он дает неправильный ответ, ведущий заканчивает чтение вопроса. Этот игрок уже не может играть, потому что он получил свой минус. Чтение вопроса заканчивается для оставшихся. То есть в любой момент можно нажать кнопку. Если вы уверены до того, как ведущий начал читать ответ на вопрос какой-то темы, ну, пожалуйста, жмите, зарабатывайте свой минус. Так,
Что еще? Как нетрудно догадаться, в каждой теме можно набрать плюс или минус 150 очков, если отжать все. Но, как правило, таких прекрасных результатов не бывает. Вопросы ко мне какие-то есть, особенно у команд, которые первый раз будут играть в жизни? Да, вы посмотрите это. Да, еще один момент очень важный. Мы все умные очень в зале, это просто гений. И понимать, почему он тупит на вопрос, сколько будет дважды два, это трудно, но поверьте, это нервы, это нежелание подвести команды. Никаких выкриков, никаких там разрываний тельняшек до оглашения ответа. Огласили ответ, там можно, да, тельняшки это было вкусно, конечно. Итак, по-моему, я рассказал вам уже все, значит, вы готовы начать? Да, значит, те команды, просьба, те, кто идут в конференц-зал, находятся там до того момента, пока мы не закончим отбор. Потому что отбор идет на параллельных темах, поэтому не было утечек информации. Так, я прошу команды, которые были названы для игры в конференц-зал, пройти в конференц-зал. Нет, записывать вам вы не успеете ничего записывать, вам так. Да, призы от министра будут, но он приедет еще к нам. Я скажу так, победитель есть. Вот так. Да, Александр Евгеньевич Митряков, лучший игрок всех времен и народов, в свою игру в Удмуртии. Да, буквально полминуты, сейчас я сориентируюсь, как это будет выглядеть. В смысле, расположение нас всех. Мы с вами начнем. Да, значит, у нас два четвертьфинала. Первым играют команды Барни-Аппель, Спок и команда Регион 96. Во втором, соответственно, играют команды Духовные скрепы, Тюменская сборная и команда Прости-Прощай. В командах 4 человека все замечательно, дальше ни о чем думать не надо. Значит, еще раз, 3 раунда, открытый, закрытый, полуоткрытый. В открытом раунде сейчас я назову 4 команд, которые играют первый отбор, то есть команда Барни-Аппель, Спок, Регион 96, будет примерно полминуты для того, чтобы определиться, кто из игроков этих команд на какую цель пойдет. Соответственно, те игроки, которые собираются играть в первую тему, выходят сюда, занимают места, согласно предупреждению, потом разберемся, кто где, и мы с вами, по ходу дела, как должно происходить на самом деле. Да, значит, еще раз, команды Барни-Аппель, Спок и Регион 96. Ого. Нет, завершать работу я не планировал. Пока мы сделаем вот чего. Михаил Андреевич, хорошо ли меня слышно? Да. Алена, хорошо ли меня слышно? Да, это очень хорошо. Это очень хорошо, у нас его не слышно. Да. Уважаемые ученики, хорошо ли меня слышно? Да. Замечательно, это самое главное. Значит, я помню, что первая тема называется Apple. Вторая тема, если меня память не изменяет, называется Яндекс. Четвертая тема называется Пироги. А третья тема называется Девочка, живущая в сети. Открытый раунд у нас немножечко такой с информационно-блогерским уклоном. Apple, Яндекс, а потом? Apple, Яндекс, Девочка, живущая в сети и Пироги. Значит, соответственно, уважаемые участники, полминуты есть на то, чтобы определиться, в каком порядке вы хотите играть. И первых игроков, которые пойдут на тему Apple, я прошу выходить. Для вас будут другие. Да, для второго тоже, естественно. Второй часть,
Итак, уважаемые команды, первые игроки, которые будут играть сегодня. Выходите. Давайте всегда хлопать, веселиться. Значит, это команда СКОК, это команда регион 96, это команда Варняк, соответственно. Давайте проверим точку. Вопрос за 0. А судьи кто? Время. Так, команды СКОК работают. Давайте готовим. Все нажимается, все горит. Нет, не горит. Значит, самое главное, что у меня горит. Я не вижу, кто отвечает. Пожалуйста, участники просьба, даже если вам кажется, что вы нажали кнопку первым, дождитесь, пожалуйста, что я скажу, да, кто именно из вас сказал, что первым. Ну, да, просто для порядка. Вопрос за 0. Почему мы ничего не сделали? Так, это команда Армян. Хорошо? Недорого. Как вы скажете? Как меня зовут? Команда регион 96. По-моему, Александр. Все. Все в порядке. Будем начинать играть. Первая наша тема называется Apple. Ну, понятно, о чем она. Итак, тема Apple, вопрос за 10. Именно этот символ корпорации Apple мы привыкли видеть. И это команда регион 96. Я вот плюс 10. Этот браузер разработан корпорацией Safari плюс 20. Apple за 30. Основателем корпорации являются эти два Стива. Стив Джобс и Стив Возник. Apple за 40. Это самый провальный проект корпорации Apple. На самом деле выражение. Ну, говорят, что компьютер Apple 3. И Apple за 50. В этом городе находится штаб-квартира корпорации Apple. 1-0, никто не ответит, это город Купертино, штат Калифорния. И мы хотим делать проверки, прошу. Уходите. Тема Яндекс. И занимайтесь. Тему Яндекс. Толчки нам попробуйте. Давайте. Так, регионы все работает. Все работает. Нам тоже все хорошо. Итак, значит, Яндекс за 10. IT-компания Яндекс родом из этой страны. Россия. Вот 10. За каков основной слоган Яндекса? Найдется все. Смотрите, Кубок Яндекса, проводившийся до 2009 года, проводился именно по этому основному выставку в интернете. Плюс 30. Яндекс за 40. Эта дизайнерская компания разрабатывает студенты имели видно. 50. В этой стране зарегистрирована материнская компания Яндекс. А минус 50. Нажать что-нибудь ответить. 4, 3, 2. Один в Нидерландах она зарегистрирована. Закрыли тему Яндекс. Расчет по 2090. Третья тема называется девочка живущая.
Девочка за 10. Без некоторых плюс 10. Эта экстравагантная леди заняла первое место. Леди Гага. Леди Гага. По количеству запросов в Гугле. Девочка, живущая в сети за 30. Эту женщину называют первым программистом в истории человечества. Один это Ада Лаврис, такая была в 19 веке, да. Девочка за 40. Его приучит книга «Одиночество в сети». Бигбедер это минус 40. 5, 4, 1, 2. Один это Януш Вишневский. И девочка, живущая в сети за 50. Это обозреватель журнала «Погорел». Единственная женщина в списке топ-10 самых известных блогеров Рунета. Радулова это плюс 50. Команды Варьяна, четвертые игроки находят на тему вот такие пироги. Пироги не особо заинтересованы, поэтому всякий раз. Отлично, поехали. Вот такие пироги за 10. Красная изба с пирогами, а не гречневые. Красная изба с углами и пирогами. Наоборот, да. Хорошо, плюс 10. За 20. Традиционной начинкой и самого простого пирога в одном куске является именно это. Сметана, я не могу ответить. Сколько это плюс 20. За 30. Именно в этом бое, согласно поговорке, когда пироги едят, они глядят. В Рязани пироги глазами. Пироги за 40. В США национальным символом является именно такой пирог. Яблочный пирог. И пироги за 50. Этот пирог называют еще царским или свадебным. Это связано со сложностью его изготовления. У меня другой ответ, минус 50, к сожалению. 5, 2, 0. Нет, ответ уник. Я побоялась. 96, 20 у команды Скок, 110 у команды Барня. Что? Еще раз, можно? Значит, 10 у региона 96, 20 у Скока, 110 у Барня. Мы играем в футбол, где мне являются игроки тоже сюда за игровой стол и слышать тему, которую вы хотите играть. Прошу первых игроков за целый. Это теплый раунд, темы здесь не озвучиваются. Каждый да играет в этом раунде? Да, все играют в этот раунд. Итак, первые игроки команд вышли, нам с вами достается матричная тема РОС. Что значит матричная тема? Матричная тема это значит, что в ответе обязательно подряд будут прийти буквы Р, О, С. Роман, Ольга, Илья. Как в слове Россия. Сейчас разберемся. Матричная тема РОС. Вопрос за 10. Эти числа обычно противопоставляются составным. Простые плюс 10. Рос за 20. Это звание может получить шахматист или морской. Регион гроссмейстер плюс 20. Рос за 30. Так называется сайт, посвященный борьбе с чиновниками. Регион Рос за 40.
Назовите фамилию самого известного грузинского художника-примитивиста 20 века. Пиросмани. Рос за 50. Это миросчета, равная 144 примерам, используется ныне достаточно редко. Разве что компании Сваровски. Один называется это миросчета Гросс. Дюжина. Сыграли первую символку. Вторые игроки, прошу. И нам с вами остается еще одна маленькая тема. Это тема теле. Татьяна Елена Лось-Елена. Соответственно, она не очень матрична. Первый вопрос. Не матрица, кто остальное матрица. Итак, теле задействовано. С греческого корень теле переводится именно так. Ну, далеко. Теле за 20. Несмотря на кажущуюся простоту, это сложное механическое устройство, на изготовление которого у мастера уходило больше месяца. Это телега. Теле за 30. Сына Одиссея и Пенелопы звали именно так. Сколько? Телемах. Плюс 30. Теле за 40. Так называется один из самых известных романов Хайнлайна о революции на спутнике. Наш стиль назывался роман. И теле за 50. Так назывался длинный двуручный кистень или язык Голода. Остается еще одна матрица, и это матричная тема Ком Константин, Ольга, Михаил. Ком за 10. Так называется самый простой навигационный инструмент. Ком за 20. Это неформальная энциклопедия мемов, фольклора и всего остального. Плюс 20. Плоскоморье. Этот роман Хемингуэя вышел в 1940 году. По кому звонит Улов. За 40. Это корпорация, которая является ведущим мировым производителем графических планшетов, сопутствующих компонентов и систем для электротехнического проектирования. Плюс 40. За 50. Так называется древнейшее плодовое дерево. Так называется древнейшее плодовое дерево из Египта. Иногда именуемое маховница. Настоящее название его не такое. Один сипомор. Хорошо? И нам с вами остается наконец-то не матричная тема, это тема обувь. Обувь за 10. Этой обувью не надо хлебать щи. Лапти, да. Обувь за 20. Этот принцип обувь раньше носили мушкетеры, а теперь модницы. За 30. Которые были традиционной обувью для актеров в этой стране и в этот период времени. Древняя Греция. Да, Древняя Греция. Обувь за 40. Слово «саботаж» произошло от названия именно этого вида обуви. Да, плюс.
Так, и обувь за 50. Историки определили время начала ношения обуви человека по деформации и ослаблению именно его. Мизинец плюс 50. После открытого раунда 70 у команды СПОК, 90 у команды Регион 96 и 310 у команды Барниа. Полуоткрытый раунд. Те называют по одной, и, соответственно, тот игрок, который, как кажется, команде лучше всего сыграет эту тему и пригодится на всех остальных, которые команда еще не знает, идет играть эту тему. Первая тема полуоткрытого раунда называется Тихон. Так, буквально секунд 10 есть у команд на то, чтобы определить, какой из игроков пойдет на тему Тихона. Тихон запись. Имя Тихон, имея, как и многие другие церковные имена, именно такие формы. Греческие, плюс 10. Тихон Забат. Так звали датского астронома и астролога эпохи Возрождения. Тихо правильно, да. Тихон Изоатрит. Самый известный литературный герой по имени Тихон имел эту профессию. Дворник он был. Тихон из Азов. Этот Тихон написал множество известных песен. Тихон Хренник. Тихон из 50. Патриарх Тихон возглавил русскую православную церковь именно в этом году. 1918. К сожалению, минус 50. Кто-нибудь может поправить? Один Николай 1917. Восток — дело тонкое. Уважаемые команды, дали игроков. За себя. А может один игрок заиграть? В смысле, один игрок. Каждый игрок команды должен сыграть по одной теме. Восток — дело тонкое. Регион тоже есть. Восток — дело тонкое. За 10. Фраза, давшая название теме, прозвучала плюс 10. Восток за 20. Несмотря на то, что название этого города содержит в себе слово «Восток», он далеко не самый Владивосток, плюс 20. Восток за 30. Точно на востоке солнце восходит только в эти 2 дня года. Это осенне-весеннее равноденствие. Восток за 40. Именно он летал в космос на корабле «Восток-2». Ну, на Востоке-1 летал первый космонавт Юрий Гагарин, на Востоке-2 летал второй космонавт Герман Титов. И, наконец, Восток за 50. А все-таки самым восточным городом России является именно этот город. Петропавловск-Камчатский. Это минус 50, к сожалению. Это тоже минус 50. Я не жми! Город Анады. Это тема болезней. Этот комплекс медицинских мероприятий позволит победить многие болезни.
Эта болезнь чаще всего именуют чумой 20 века. СПИД плюс 20. Болезнь за 30. Эпидемию планетарного масштаба называют именно так. Один пандемия называется. Болезнь за 40. Действие этого итальянского собрания народа происходит во время эпидемии чумы. Это минус 40. 5, 4, 3. Один это такой очень во время чумы, это очень больное приложение декамерона. Болезнь за 50. Последняя эпидемия чумы в самом начале 20 века прошла именно в этом регионе мира. Один на Дальнем Востоке. 20 команд из Пол, 110 в регионах, 310 у Неаполя. И мы играем последнюю тему, которая называется «Звезда по имени Солнце». Прошу последних игроков. Лучше ничего не важно. Поехали. Звезда за 10. Солнце светит самое большое количество времени в сутки именно в этот день. 21 июля, зачет 22. Солнце за 20. Песня, давшая название теме, появляется в титрах к этому фильму. Один это Игла. Солнце за 30. Солнце относится именно к этому спектральному классу. Плюс 30. Солнце за 40. Это вещество составляет 73% массы, 92% объема Солнца. Водород это плюс 40. И вопрос за 50. Назовите ближайшую к Солнцу звездную систему. 3, 2, 1, 0. Это созвездие Кентавра. Соответственно. Итого со счетом 20, 180, 310 команда Неаполь выходит в финал. И вы сразу же, я думаю, что без перевода сыграем второй часть финала. Да. 310, 320, 340, 360 и опять 310. Тут и минус 50 уже. Да. Значит, мы играем с командами «Духовные скрипы», «Тюменская сборная» и командой «Прости, прощай». Открытый раунд, и в открытом раунде мы с вами играем тему рулет, тему Google, тему социальные сети, и чтобы как разбавить все это великолепие, мы играем тему вереск. Итак, вереск. Полминуты есть у команд, чтобы решить, кто пойдет на какую тему. Первая наша тема называется рулет. Соответственно, первые игроки могут заходить. Давайте попробуем лучше. Сейчас надо задаться первым. У нас скрипы, у нас Тюмень, у нас прощай, отлично. Да. Поехали, кнопочки пробуем. Так, у всех надо поодиночке. Ладно. Так, нам с вами ставится тема рулет за 10. Именно так расшифровывается название темы. Плюс 10. Рулет за 20. Этот домен на сегодняшний день является самым популярным в русском сегменте. Конечно, домен русский.
Рунет за 30. Эта котировка была утверждена ГОСТом в 1974 году. Это не ВВП. Нет, это не ВВП, минус 30. Ой, 8 плюс 30. Рунет за 40. Это, наверное, это самый первый, наверное, самый большой собрание литературных текстов в русской части интернета. Литру, библиотека Максима. И рулет за 50. Байнет считают частично входящим рулет, так как там очень широко распространен русский язык. На самом деле Байнет это именно такой сегмент интернета. Один это белорусский сегмент интернета. Сыграли первую тему, ноль команды духовной скрепы, минус 20 у тюменской сборной и 90 у команды прошу. Итак, тема Google за 10. Именно так называется бесплатная электронная почта от Google. Gmail плюс 10. Этот видеохостинг от Google приобрел наибольшую. YouTube, конечно. Отмылось. Google за 30. Число Google это именно такая степень десятки. Если 24 степень? Нет, увы, минус 30. Ну, сотый. В сотый, да, 10 сотых. Google за 40. В эти 2 недели логотип Google менялся каждый день. Покажите хотя бы месяц и год, когда это происходило. Да. 1.0 это август 2012 года, соответственно, Олимпийские игры в Лондоне. И Google за 50. Назовите обоих основателей корпорации Google. 1.0. Тут Сергей Бринов будет, наверное, все, второй это Ларри Грыч. Сыграли вторую тему, поменялись местами, минус 30 успех, слово тюмени, 130 команд красных вращей. Вы играете в социальные сети. Так, социальные сети. Социальные сети за 10. Это чисто российскую социальную сеть основал Павел Дмитриев. Вообще да, я не знаю, за 20. Так называется не полноценная социальная сеть, а сеть микроблогов. Итак, за 30. По сообщениям СМИ, дети и подростки покидают эту социальную сеть, считая, что ее засорили взрослые. Да, плюс 60. Социальные сети за 40. Синдромом Снежаны врачи стали называть именно такое психосоматическое расстройство. Ну, это зависимость от общения в социальных сетях. Так, и вопрос за 50. Социальные сети родились в 1995 году с появлением этого американского портала. Назовите его или его русский аналог. Facebook это минус 50. К сожалению, Facebook появился попозже. Называйте. Первая социальная сеть называлась «Классовый ЦПО», по-русски говоря, это «Одноклассники». Второе, после третьей темы, соответственно, минус 10 у области, минус 50, минус 170 у команды. Поехали. Вереск за 10. Это баллада. Вереск вымер. Конечно. Вереск за 20. А перевел эту балладу этот советский поэт. Маша.
конечно. Вереск за 30. Вереск, кроме меда, применяется при производстве этого традиционного шотландского меда. Минус 30, кроме меда, при производстве этого традиционного шотландского напитка. Плюс 30. В Шотландии из вереска получали еще и краситель. Именно такого цвета. Желтого цвета был краситель из вереска. И вереск за 50. Счет минус 10, минус 20 плюс 70. Вереск за 50. Вереск — национальный цветок именно этого северного государства. Рискует это государство Норвегии. Сыграли открытый раунд. Минус 10. Как закрытый раунд первых игроков темную я прошу занимать места. И с темной раунд у нас опять начинается с матрицы. У нас опять ставится матричная тема пост. Полина, Кургас, Пан, Тимофей. Соответственно, эти обязательно эти буквы подряд встречаются. Пост за 10. Именно так называли ближайших учеников Христа. Апостолы плюс 10. Пост за 20. Так называется один из невыполненных орфографических знаков. Плюс 20. За 30. Это слово один из синонимов слова «сущность». Один говорящий слово «ипостась». Это славянское слово обозначает противника или недруга. Супостата. И пост за 50. Это одно из самых известных произведений Эразма Роттердамского. Вот похвала глупости. Прошли второй темы, без объявления темы. Нам с вами остается маточная тема ЖЖ. Жертв. ЖЖ за 10. Так называются веревки, пристегиваемые к делам лошади. Можно, конечно. ЖЖ за 20. Так называется нетаксономическая группа одноклеточных грибов. Дрожжи. ЖЖ за 30. В Тибете это становится формой протеста против действий сожжения. Самосожжения. Да. ЖЖ за 40. Этот артист за свою жизнь был дважды репрессирован, но он был Георгий Жан плюс 40. И ЖЖ за 50. Характерный звук летящей мухи и комара возникает благодаря гребущим им. Их надо назвать. Благодаря чему он возникает. Один жужжание — это минус 50, к сожалению. Вот так он называется. Говорим. Жужжается. Третий век. Третий век мы играем с вами тему, естественно, третью масочную тему Том, Татьяна, Ольга, Николай. Том за 10. Этот авиаконструктор разрабатывал Антонов плюс 10. Том за 20. Она может обозначать не только меру веса, но и меру объема на кораблях. Тонна плюс 20. Том за 30. Так называется крупнейший спутник Нептуна.
Ньютон это минус 30. Желающие будут. Это 3 тонна называется. Тон за 40. Футбольная команда Мекалью представляет Мейстерлигу этой страны. 1-0, какую страну смотрит страна Эстония. Смотри, за 50. А в числе прочего, в ней находятся либерпиновые и бромнеровые железы. 2. 1 это тонкая кишка. Чего? Последняя темная тема, последние игроки, соответственно, играют уже не. Какой счет? Счет 10 немецкой сборной, 30 комплекс креп и 220 команд праздник прощения. Остается тема правил дорожного движения. Правила дорожного движения за 10. При переходе улицы пешеход должен сначала посмотреть в эту сторону. Налево плюс 10. ПДД за 20. Крупные знаки в красной рамке являются именно такими. Замечающими. Плюс 20. ПДД за 30. Ограничение скорости на дорогах России составляет именно сколько? Сколько? 60 км. 60 это минус 30. 90 это плюс. ПДД за 40. Участниками дорожного движения, согласно правилам, являются водители, пешеходы и они. Пассажиры транспортных средств. Правило дорожного движения 50. Именно по его указу в Древнем Риме на некоторых улицах было введено одностороннее движение, а также введены парковки и наняты регулировщики надзиратели. В Древнем Риме. Тут был Гай Юлий Цезарь. Сыграли первый раунд. Спасибо. Минус 10 у немецкой сборной, 30 у команды футбольной скреп и 270 у команды прости прощения. 4 тела вот это еще открыто. Мы играем по полуоткрытый раунд. Первая его тема называется рифмоплет. Соответственно, все все. Первые игроки ушли, мы играем тему рифмоплета. Рифмоплет за 10. Белый стих отличается от остальных именно этим. Рифмоплет за 20. Именно к этому слову не смог найти, вижу, не знаю. Пахлет плюс 20. Рифмоплет за 30. Легендарный шотландский бар Томас. Да, плюс 30. Матч носил фамилию Вермут, да. Я очень далекий прямой предок Михаила Вермута. Рифмоплет за 40. Именно он написал известную статью «Как делать стихи». Это Владимир Владимирович Маяковский. И рифмоплеты за 50. Именно этим мужская рифма отличается от женской. Последний. Нет, увы. Ой, а вот близостью ударения. Ударение. Ну ладно, это зачем? Плюс 50. Ударение на последнем слове или на последнем? Значит, плюс 50 немецкой сборной закончилась тема рифма. Ночь, луна. Соответственно, вторые игроки, которым нравится тема ночь, луна. Так, ночь, луна за 10. А ночь такая лунная. Это строчка именно из этой песни Владимира Высоцкого. Песню можно назвать?
У меня другой ответ. Какой ответ? Какой был у меня ответ? Один делает гитары с инструментом. Не уверен, что это одна и та же песня. Ночь луна за 20. Он говорит, и ночью при луне мне нет покоя. У меня другой ответ. За 20. Один против Пилата. Мне будет покоя. И после смерти не обвести покой. Да. Ночь луна за 30. Картина «Лунная ночь на Днепре» принадлежит кисти именно этого русского живописца. Это Архип Куйбышев. Ночь луна за 40. Лучшим временем для вампиров, ведьм, оборотней является именно эта фаза Луны. Полнолуние, я не знаю, почему за 40. И ночь луна за 50. Ночь луна точу карандаши. Так начинается песня с определенным названием. Исполняет ее именно эта отечественная группа. Группа Тайм-аут. Тема открытого рамка называется «У природы нет плохой погоды». Соответственно, третьи игроки. Счет тем временем духовных скреп 20, у тюменской сборной 110 и 280 у команды «Прости, прощай». Выбирать тему «У природы нет плохой погоды» что именно включено в моде согласно популярной песне из фильма про Мэри Поппинс. Непогодные часы. Природа нет плохой погоды за 20. Назовите 3 вида стандартных атмосферных осадков. Дождь, снег, град. Да, плюс 20. Погода за 30. Погода – это текущее состояние атмосферы на краткий период. А среднее состояние атмосферы в анализе за длительный период называется именно так. Когда один день это погода, когда много лет это период. Погода за 40. Назовите профессии людей, профессиональные обязанности которых является составление кратковременного прогноза. Это минус 40. Кратковременного прогноза погоды. А вот это плюс 40. Да. И погода за 50. Большинство подобных явлений происходит именно в этой части атмосферы. Никто не рискует, это атмосфера. Спасибо, сыграли последнюю тему. Соответственно, предпоследнюю. Тема четвертая тема называется треугольники. А счет? Особого выбора нет. А счет между тем 40 у духовных скреп, 150 у тюменской сборной и 250 у команды «Прости, прощай». Очков отставания второго места от первого, и 110 очков. Нам с вами следующая тема, которая называется треугольники. Замечательная тема. Треугольники за 10. Треугольник относится к этому классу музыкальных инструментов. Треугольники за 20. У равностороннего треугольника у равностороннего треугольника именно столько градусов составляет угол между медианом 60 столько составляет угол между медианой и высотой. 0 градусов составляет в этом месте. Треугольники за 30. Треугольник с одним из углов 180 градусов будет выглядеть как? 180 градусов. Значит, надо назвать геометрический объект. Прямая. Прямая это минус 30. Это важно. Я именно поэтому спасибо. Точно было. Значит, никто не хочет направить.
отрезать. Концы есть. Треугольники засов. Петербургская фабрика резиновых изделий в 1918 году была переименована в завод под названием «Такой треугольник». Красный треугольник. 80, 130, 210. Треугольники за 50. Это основное практическое преимущество всех стульев на трех ножках перед стульями на четырех. Да, они не шатаются. Плюс побороться за первое место. Все, тема треугольника закончилась, стало счетом 80, 180, 210. Финал у нас выходит команда «Прости-прощай». Мы сыграли оба своих четвертьфинала. Нам нужно дождаться, когда доиграют на старой площадке. Насколько я понимаю, они совсем чуть-чуть от нас отстают, буквально на тему. Поэтому через пару минут мы будем знать финал, покажу финал, и готовы финал. Сейчас можно поднимать, А у нас сейчас кофе-брейк, поэтому кофе-брейк там же, где и был, или перекур там же, где он был.
Рассмотри однажды осветленное сильным сбором. Нормально сможет стоить. А художка это прям вообще голова очень плавная. А кидаешь физика? Ну не только что, она очень плавный ход у нее. То есть вверх, их, где-то движок. Вот я раздвинусь, да, полностью расслаблюсь,
У меня надо, а там прямо хоть как-то дергаю, помню, что она подшипник, то есть ты у них камера, топлочку брал, она так, но ты вышли тип, ну я купил 8, плюс монопод 8. Монопод там по 2,5 метра на заходном. Монстрот? А, нет, он бросит там идет. Бедро, да, с папой. Сорвил на лапе. Тут все площадку бросит. Ну, есть простенький монопод, я ну, вот примерно такой, что я голову не смог брать. Ну, как бы... Ну, видишь, я его разъебал раз 5. Поэтому он алюминиевый. Я именно алюминиевый взял. Ну, не пойдет, 300 рублей разница между типа пластиком и алюминием. Не, ну у меня тоже не дал. Раз, два, три. Ну что ж, уважаемые участники, наверное, подходит потихонечку время для финала регистрации. Да? В финале у нас между собой играют команды «Скель», из Новосибирска команда «Центр», сборная команда «Барниаполис» Барнаула и команда «Прости, прощай» из Ижевска. Есть ли здесь все эти команды? Есть ли с нами команда «Скель»? Есть. Есть ли команда «Центр»? Есть команда «Центр». Есть ли с нами команда «Барниаполис»? Есть. Прости, прощай, тоже есть. Отлично. Итак, мы с вами точно так же играем 3 раунда: открытый, закрытый и полузакрытый. Точно так же, соответственно, правила абсолютно те же самые. Единственное, что команда в этот раз у нас играет не 3, а 4. У нас было 4 четвертьфинала. Ну и, соответственно, то место, которое ваша команда займет в финале, будет считаться ваше место в рудит-квартете. Все команды, которые не прошли финал, насколько я понимаю, получают 5-е место по итогам рудит-квартета, который в общем зачете будет именно таким образом считаться. Итак, так как все команды у нас здесь, я думаю, что мы можем начинать. В открытом раунде нам достаются темы, которые называются грибы, горы, корни и тема награды. Уважаемая команда, у вас есть полминуты для того, чтобы определиться, кто из вас будет играть какую из тем: грибы, горы, корни и награды. И первые игроки команд могут занимать игровые места. Итак, уважаемые участники, первая тема называется грибы. Первых игроков команд прошу занимать места за игровым столом. Так, и давайте сразу определимся с порядком. Это именно тот порядок, в котором вы будете продолжать играть все оставшиеся 11 тем. За первой кнопкой у нас команда «Центр», за второй у нас команда «Прости, прощай», за третий команда «Скель» и за четвертый, соответственно, команда «Барниаполис». Ну что же, уважаемые участники, поехали. Мы играем с вами тему грибы. Кнопочки надо попробовать? Самое главное, чтобы у Алены было видно, кто нажимает.
Значит, давайте еще раз таким образом. Центр, нажмите, пожалуйста, кнопочку. Так, значится, прощай. Горит, скрыт. Еще раз. Все, замечательно. И Барняк. Ура, поехали. Итак, тема грибы, вопрос за 10. Шляпку именно такого цвета имеет гриб подосиновик. Плюс 10 в команде, прощай, красного цвета. Грибы за 20. Первый из таких грибов появился в Аламогордо, штат Нью-Мексико, в июле 1945 года. 5, 4. Ядерный гриб плюс 20. Грибы за 30. Для разведения этих грибов выращиваются специальные дубовые рощи, самые большие площади которых принадлежат Франции. Трюфели это плюс 30. Грибы за 40. Именно этот русский музыкант в 1991 году объявил, что Владимир Ильич Ленин был грибом. Сергей Курехин плюс 40. И грибы за 50. Употребление этого гриба приводит к заболеванию, называвшемуся в средние века Антонов огонь. 5, 4, 3, 2, 1. Это такой гриб спорынья. И, соответственно, очень многие болезни в средние века, собственно, называли Антоновым огнем, потому что одной из болезней были именно вот эти самые эпилептические припадки, как, немножечко похожи на действие наркотиков, потому что, собственно, спорынья является. Так. Собственно говоря, все. У нас закончилась тема грибы. Первых игроков прошу садиться на места. Вторая тема называется горы. Вторые игроки могут выходить. Вы можете счеты объявлять после каждого раунда? Так, центр 0, Скёль 0, прощай, Барняполь по 50. Сейчас мы как-нибудь так скопанулись, чтобы... все, отлично. Итак, мы играем тему горы. Горы за 10. Высочайшая точка Земли названа... плюс 10. Горы за 20. Если верить логопедам, на горе Арарат растет именно он. 5, 4, 3, 2, 1. На горе Арарат растет крупный виноград. Горы за 30. Именно эту гору можно увидеть, в частности, на картинах Огато Гекко и Андо Хиросиге. Фудзияма это плюс 30. Горы за 40. Во время первого из своих путешествий он получил от местных жителей прозвище Куиндус Флестри, человек-гора. 5, 4, 3, 2, 1. Но он действительно был немножко покрупнее, чем все местные жители, или будто это ремель Кулювер. И горы за 50. Эти горы занимают примерно половину площади Словакии. В честь них названы марки автомобилей и трамваев. Татры это плюс 50. Третья тема называется «Корни». Третьи игроки могут на нее выходить. После двух прощай, центр по 50, я про 90. Мы играем тему «Корни». И корни за 10. Группа корни является ее продуктом. Фабрика звезд это плюс 10. Корни за 20. Именно ему принадлежит призыв «Зри в коре». Плюс 20. Корни за 30. Такой корень из 16 равен 2. Нет, увы. Это минус 30. Кто-нибудь может поправить?
5, 4. Квадратное это минус 30. Еще кто-нибудь не желает поправить? 4, 3, 2. Четвертой степени. Дважды 2. Корни за 40. Чтобы стоять, я должен держаться корней. Пел именно Борис Гребенщиков плюс 40. И корни за 50. Именно такой корень в слове «вынуть». 5, 4, 3. Это минус 50. Никто не хочет поправить? 3, 2, 1. Нулевой. Нет в этом слове корень. Приставка слушается окончательно. Сыграли 3 темы открытого раунда, 4-я тема называется «Награды». 4-й игроки, прошу. После 3 Скёль 10, Центр и Прости-прощай по 20, Барняковь 100. Это подкосило всех тем от корней. Мы играем тему «Награды». Награды за 10. Ваня Васильчиков получил 100 фунтов шоколаду, 100 фунтов мармеладу и прочее за... И 1000 порций мороженого. Минус 10. 100 фунтов мармеладу и прочее за победу над ним. Так, над кем за победу получил Ваня Васильчиков все это удовольствие? 5, 4, 3, 2, 1. Над крокодилом. Значит, да, если вы не дослушиваете вопрос, вы можете спросить, что именно требуется ответить. Я вам расскажу кратко. Награды за 20. В советские годы имя Гертруда расшифровывалось именно Герой труда плюс 20. Награды за 30. Именно на это царь за выполненное задание давал Федоту стрельцу пятак. На это. Вот тебе так на водку. И катись отсюда вот, плюс 30. Награды за 40. Эта престижная награда вручается раз в 4 года математикам, не достигшим 40 лет. Филдская медаль плюс 40. И награды за 50. В 1917 году в России этой наградой обладали только Николай II и его брат Михаил. Так что продавец и впрямь мог оказаться камердинером великого князя. Орден Золотого Руна. Орден Золотого Руна плюс 50. Завершился открытый раунд. После открытого раунда Центр 20, Прости-прощай 40, Барнаполь 100, Скёль 120. Мы играем закрытый раунд. Первые игроки, прошу на сцену. Тему узнаете на месте. Итак, первая тема открытого раунда называется «Деление». Деление за 10. Такова цена наименьшего деления стандартной деревянной линейки производства миллиметр производства города Можга. Я не знаю, как сейчас, но раньше Можга была единственным городом в России, где делали деревянные линейки. Деление за 20. Это наибольший общий делитель 15 и 75. 3, 2, 15 и есть плюс 20. Далекая школьная программа. Деление за 30. В стихотворении мы делили апельсин, были только для ежа, стрижа, утят, котят и него. Ну а волку кожура. 5, 4, 3, 2, 1. Это только для добра. Ну а волку кожура. Деление за 40. Это основная административно-территориальная единица Англии. На что Англия делится? Королевство это минус 40. Графство. Графство это плюс 40. И деление за 50. Статья абсурдопедии с таким названием обрывается в самом начале арифметического примера. Плашка гласит, что автора засосала в бесконечность. 4, 3, 2, 1. Но тема у нас деление, статья деления на 0.
Закончили первую тему темного раунда. Вторые игроки, прошу занимать места. После темы центр 20, прости, прощай 70, скёль 80, Парняпа 140. Так, нам с вами достается тема, которая называется сонная тема. Сонная тема за 10. Сонную болезнь переносит именно эта африканская муха. Муха ЦЦ плюс 10. Сонная тема за 20. Маковое поле не смогло усыпить только этих двух. Что вполне логично. Плюс 20. Сонная тема за 30. Сонная артерия снабжает свежей кровью именно этот орган человека. Это минус 30. Кто-нибудь хочет? Мозг снабжает она свежей кровью. Плюс 30. Сонная тема за 40. Он в 1900 году выпустил научную работу «Толкование сновидений». Нет, это минус 40. 5. Кто? Да, Зигмунд Фрейд. Плюс 40. И сонная тема за 50. В древнегреческой мифологии персонификациями сна были эти два бога. Обоих надо назвать. 5. Да, плюс 50. Сыграли вторую тему. После двух центр 0, прости, прощай 80, скёль 150, Парняполь 160. Мы играем третью тему закрытого раунда. Третья тема закрытого раунда у нас называется средняя тема. Средняя тема за 10. Середина недели приходится на этот день. Плюс 10, не на среду. Средняя тема за 20. Таково среднее арифметическое всех чисел от 1 до 10. 5. Это минус 20. Никто поправить не хочет? 5, 4, 3, 2, 1, 5,5. Средняя тема за 30. Большая его часть располагается в пограничных районах Пермского края и Свердловской области. Большая его часть располагается в пограничных районах Пермского края и Свердловской области. Средняя тема 4. Средний Урал. Да, плюс 30. Средняя за 40. Его средняя длина взрослого мужчины составляет 8,5-9,5 сантиметров. Средний палец руки. У них средняя тема за 50. Именно она отделяет Каменный и Крестовский острова от Елавина острова. Нет, это минус 50. Острова все-таки отделяет. 5, 4, 3, 2, 1. Это средняя Невка. Сыграли третью тему открытого раунда. После темы центр 0, прости, прощай 90, скёль 150, Парняполь 160. Так, ну и четвертая тема темного раунда. Четвертые игроки у нас на сцене. Секунду. Ушла у меня от меня куда-то четвертая тема темного раунда. Это у нас тема «Как зовут жителя?». Соответственно, вам будут выдаваться города, и вам нужно будет пытаться назвать, как правильно называют жители этих городов в мужском или женском роде. Итак, вопрос за 10. Именно так зовут жителей Смоленска. Плюс 10. Вопрос за 20. Именно так зовут жительницу Ярославля. У меня другой ответ. Минус 20. 4, 3, 2, 1. У меня вообще написано Ярославля. Я вот теперь своим глазам не верю. Сейчас проверю.
Из Ярославля? Сейчас проверим. Так, значит, именно так зовут жители Архангельска. Это плюс 30. Вопрос за 40. Именно так зовут жители цветочного города. Нет, минус 40. Это тоже минус 40. 5, 4, 3, 2, 1. Малыши и малышки были солнечные. Так, ну и вопрос за 50. Именно так зовут жителя Камчатки. Камчедал, это плюс 50. На самом деле мы сейчас разберемся, а тем временем мы играем полуоткрытый раунд. 4 темы. Темы появляются по очереди. И первая тема... счет после темного камня. Да. Значит, первая тема полуоткрытого раунда — это тема золота. И счет. После 2 раундов центр 0, Простипчай 50, Барняполь 140, Скёль 200. Так, тема золота. Мы играем с вами золото за 10. Старику удалось поймать ее неводом. Да, только с 3-й попытки, после темной травы морской. Золотая тема за 20. В 1459 году, после смерти хана Кичи Мухаммеда, она прекратила свое... Золотая Орда, плюс 20. Золото за 30. Нильсбор, не желая, чтобы золотая Нобелевская медаль досталась фашистам, растворил ее в этой жидкости, смеси соляной и азотной кислоты. Плюс 30. Тема золота за 40. Второе в истории кругосветное путешествие на корабле «Золотая Лайн» совершил именно он. 5, 4, 3. Кто? Нет, это увы минус 40. 5, 4, 3, 2, 1. Фрэнсис Дрейк. И золото за 50. Именно так называется денежная единица Польши. Злотый — это плюс 50. Вторая тема была открытого раунда, это тема серебро. После первой центр 10, прощай 60, Барняполь 170, Скёль 220. Да, вы знаете, Google действительно говорит, что Ярослав называется. Житель, да. То есть есть вариант Ярославка, который нам никто не давал. Корректно говорит, что называется Ярослав. Мы играем тему серебро. Серебро за 10. Поп-группа «Серебро» в 2007 году заняла 3-е место на Евровидении, плюс 10. Серебро за 20. Именно таково латинское название серебра. Плюс 20. Серебро за 30. К нему, помимо прочих, относят Валерия Брюсова, Вячеслава Иванова и... Да, плюс 30. Серебро за 40. У кого память хорошая. Эта страна взяла серебряные медали в чемпионате Европы по футболу 2012. 5, 4, 3, 2, 1. ЧВ? Очень много вариантов. Италия у меня значится. И серебряная тема за 50. Этот моряк носил прозвище Окорок. Джон Сильвер. После третья тема полуоткрытого раунда будет называться тема золотая, серебряная, естественно, бронзовая. Центр 10, прощай 80, Барняполь 220, Скёль 260. Бронзовая тема. И бронза за 10. Он длился с конца 5-го. Бронзовый век, плюс 10. Начало первого тысячелетия до нашей
бронза за 20. Несмотря на название, эта петербургская скульптура отлита из чистой бронзы. Плюс 20. А бронза за 30. Основной присадкой к меди в составе бронзы является этот металл. Да, это плюс 30. А бронза за 40. Название этого стиля плавания происходит от французского глагола «месить». Брас, плюс 40. По-английски это медь, ну или бронза. И бронза за 50. Фильм «Бронзовая птица» является продолжением этого советского котика, плюс 50. Супер, последний фильм. А центр 10, прости, прощай, 80, Барняполь 250, Скёль 380. И нам достается последняя полуоткрытая тема, но уже все, конечно, выходят. Это тема камень. 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 Штрих. Камень за 10. Именно он достал меч из камня после король Артур, после чего стал правителем Британии. Камень за 20. Этот драгоценный камень является наиболее твердым из природных. Алмаз плюс 20. Камень за 30. Гора Конжаковский камень является одной из высочайших точек этих гор. 5, 4, 3, 2. 1 это Уральские горы. Камень за 40. Стандартный набор для этой игры входит 360. Игру надо назвать. 5, 4, 3, 2, 1, минус 40, к сожалению, стандартный набор. Го, конечно. 361 камень. Так, теперь последний вопрос. Прости, прощай, 40, центр 60, Барняполь 270, Скёль 380. Так, вот там борьба за третье место, насколько я понимаю. Камень за 50. Жан Гюйон, шутивший, что его дом построен всего на 3 камнях, был по профессии именно им. 5, 4, 3, 2, 1. Никто не рискует. ЧБ какие-нибудь взяли? Частные версии? Нет, не каменщик. Он был хирург. Камни были из почвы. Брал очень большие деньги за операции, и, соответственно, их камни отстроить себе некоторые жили. Ну что же, важнее участники результаты. После полузакрытого раунда 40 очков у команды «Прости-прощай» Ижевск. 60, тихо, да, никому не слышно аплодисменты, зачем? 60 очков у команды «Центр». Это третье место. 270 у команды «Барняполь». И победителем квартета на нашем турнире становится команда «Скёль» 380. Буквально минута нужна Михаилу, чтобы просуммировать результаты грузить квартеты и что, где, когда. Мы просим оставаться здесь, потому что у нас подберутся и я думал, что Смотри.
Раз, два, три. Сейчас у нас уже готовы результаты, а после результатов прошу вас не расходиться, у нас небольшое для вас шоу. Только попрошу снимать, если на фотоаппараты или на телефоны, выключить фотовспышки и уменьшить яркость ваших лэптопов и гаджетов и так далее и тому подобное. А сейчас слово организатору. Итак, борьба была упорной. Первое место в нашей игре с суммарным результатом мест 2 раза эта команда заняла второе место, занимает команда Барнауль. Это победители нашего. С суммой мест первое, что никогда и пятое среди 12 команд в Евролиг-квартете заняла команда Алга. Это Казань, второе место. Предельно обострена была борьба за третье место. У двух команд Скёль и команд Центр по 7 баллов совокупный результат. По положению на турнире более высокое место, третье место, досталось команде Центр, потому что в игре «Что, где, когда» она стояла выше. Команда Центр четвертая. Все остальные потом сообщили результаты оставшиеся. А у нас все готово для шоу, так что все внимание на экран. Я думаю, что мы вас немножко удивим.
Заработала Людмила Алферова из Кемерово.
еще через несколько минут, как у нас следует закончится, вы сможете это все сами попробовать, если вам будет интересно. А теперь слово Михаилу. Так, уважаемые команды, после, опять мне приходится на контрасте работать, да, после этого феерического шоу. Тем не менее, мы собираемся, находимся все вместе в этом игровом зале в рамках официальной программы последний раз. И мне хочется предоставить слово как бы завершающее нашу официальную часть. Потом никто никого не выгоняет. Если захотите еще интеллектуальных игр, мы что-нибудь поищем в компьютерах. У нас, понимаете, можно месяц играть, но это будущее. Да? Значит, я хочу предоставить слово на правах хозяина Андрею Алексеевичу Шперлингу, человеку, благодаря которому, возможно, состоялась наша встреча. Дорогие друзья, я искренне рад находиться сегодня вместе с вами в этом зале. Я с удовольствием пробыл с вами весь этот день в напряжении, смотрел, как волновались вы, как непосредственные участники всего вот этого действия. Поэтому хочу, конечно же, во-первых, благодарить вас за то, что вы такие искренние, за то, что вы такие интеллектуалы, за то, что вы такие, какие есть. Поблагодарить за то, что вы приехали в нашу замечательную республику Удмуртия, побывали гостями филиала Удмуртской республики открытого акционерного общества Ростелеком. И если сказать несколько слов о том, что же связывает Ростелеком и благосферу, на этом все-таки мы концентрируем с вами внимание, то я хочу сказать, что у нас очень много общего. Во-первых, Ростелеком, как телекоммуникационный оператор, он, в общем-то, оказывает услуги телекоммуникаций, интернет, цифровое интерактивное телевидение, это все сегодня современное, и то, что мы сегодня дарим нашим абонентам. А вы самые непосредственные пользователи наших услуг. Поэтому на этом строится наше с вами такое доверительное общение. Я очень рад за победителей, за те команды, которые действительно достойно представили свой интеллектуальный потенциал. Те команды, которые оказались на позициях чуть-чуть ниже, это игра. Михаил, наверное, со мной согласится или наоборот меня поддержит, что игра, что и когда, она действительно носит вот эти элементы победителей и немного проигравших. Но в этом есть и особый драйв. Друзья, заканчивается наша сегодняшняя игра, победители определены. Я надеюсь, что наша с вами встреча не последняя. Хотелось бы, чтобы у вас действительно после сегодняшнего дня проведенного остались самые лучшие воспоминания, самые лучшие ощущения. Вы будете разъезжаться по своим городам, по своим регионам. Хотелось бы, чтобы принесли своим коллегам, своим друзьям этот позитив, что жизнь, она прекрасна, когда мы хотим сами чего-то добиться. Несите тепло Удмуртии, дарите радость, передавайте всем нашим друзьям привет. Через вас мы будем еще богаче. Спасибо вам. Опять же, я все-таки с Андреем Алексеевичем не совсем соглашусь, потому что, мне кажется, не знаю, может, он несколько фривольный анекдот, но есть такой вопрос, поручик Ужевскому: поручик, вы любите детей? Он говорит: детей нет, но сам процесс. В общем, вы понимаете, мне кажется, то, что мы собираемся, то, что мы проводим время вместе, мне кажется, совместная интеллектуальная деятельность, она сплачивает и объединяет людей гораздо больше, чем совместная трапеза или, допустим, сон. Я хочу предоставить слово тоже людям, которые поддерживали наши мероприятия на административном уровне, которые обеспечивали пресс-секретаря и прочих уважаемых людей, которые произвели впечатление на некоторых блогеров очень хорошее. Елена Александровна Лапина, заместитель министра по делам молодежи.
большое вам спасибо за ту удивительную энергетику. Я думаю, она сегодня чувствовалась далеко за пределами связиста, прямо на выезде, наверное, из города Ижевска. Такой позитив, такое мышление творческое, креативное. Я бы сказала, это не игры разума, это праздник разума. Сегодня у нас с вами был. И хочется большое спасибо сказать организаторам всего этого действия. Я сама с большой буквы являюсь чиновником, я этого не стыжусь. И комсомольской, партийной, и сегодняшняя работа с молодежью, она говорит о том, что тот, кто организует, он несет колоссальную нагрузку, напряжение, и вся та работа и по РЭСТу, и по сегодняшней деловой части за нашими организаторами. Поэтому вам отдельный респект, ребята. И хочется закончить, сказать вам вот такое небольшое четверостишее. Мир реальный, виртуальный, а реальность лишь в тебе. В том-то вся гениальность. Открывать миры в себе. Открывайте, у вас все впереди. Ну да, и последний момент, уже действительно завершая, многие подходили, и мы можем обсуждать какие-то формы сотрудничества. Были у нас, так скажем, полупрофессиональные команды, для кого-то был первый опыт. Я думаю, что есть доказанный, эффективный и очень правильный путь сотрудничества в ваших регионах с региональными отделениями, с филиалами Ростелекома. У интеллектуальных игр сейчас действительно есть очень мощный союзник, который понимает, как это хорошо, который готов содействовать. Но наша задача подойти и аккуратно воспользоваться этими возможностями. Еще раз спасибо вам всем. Мы общаемся, если не закончим все нормальности. Спасибо вам, что приехали, спасибо, что играли. Всего доброго. Я кто хотел попробовать лайфпейнтинг, так называется шоу, пожалуйста, пробуйте. А в 5 часов у нас банкет, мы там будем награждать уже официально грамотными и призами. А также у нас следующий продолжает работать наши лукошные, лаузона, открыт бар, игровые и все, что у нас было, это все работает. Так что мы вас везде ждем. Да, результат можно подойти узнать, а пока текущий результат 1-1, время идет к дополнительному времени, если кому-то интересно, финал Кубка России. На этом наш праздник подарков не закончен. У нас административный ресурс используется на благо, и министр, если обещает, он выполняет свои обещания. Итак, у нас есть победитель конкурса. Как там 8 измерений 8 способами высоты здания. Способы были совершенно фантастические, включая подкуп швейцара и насилие над архитектором здания. Ну а, в общем, Андрей Леонидович Соловьев. Да, на самом деле я очень благодарен, что вы проявили смекалку и находчивость при ответе на этот вопрос. Вопрос был не оригинальный, но на самом деле 8-й способ для меня тоже является неким таким камнем преткновения. И действительно были разные ответы, и подкуп швейцара, и варианты бить этим барометром по голове, пока он не скажет запознание и так далее, и так далее. Но вы знаете, один ответ я счел очень даже достойным специального приза. Дело в том, что в задании присутствовала линейка, и если при помощи этой линейки, построив треугольник, то есть угол наклона лестницы, можно действительно определить высоту этого полета, и с определенной степенью вероятности можно вычислить высоту здания по этим пролетам. Поэтому я с большим удовольствием вручаю специальный приз команде «Барниаполь». И прошу автора этого ответа или капитана этой команды подойти для вручения приза. Барниаполь, прошу вас, подходите. И ваши аплодисменты команде «Барниаполь».
Большое спасибо.
Принтер еще был не свободен.